За чистоту прибрежной зоны этой реки. На этот раз специальная комиссия решила провести субботник. Жителей заранее оповестили на пятничной молитве, однако мало кто откликнулся на просьбу привести прилегающую к своему дому территорию в порядок. Почему? Пыталась выяснить Ферида Миржоева. Чистота – половина веры, а вода – жемчужина напитков. Охранять и беречь окружающую среду – святая обязанность каждого человека. Именно потому сотрудники Комитета экологии посчитали субботник на берегу Назранки лучшим началом месяца Рамадан. Назранка, она состоит чисто из родниковой воды. Если ее не загрязнять, это будет идеально чистая река. Даже с возможностью употреблять в пищу. Если эти нарушения, мы постараемся этого и добиться. Главная головная боль на сегодня – постройки близ водоохранной зоны. Забор от речки должны отделять метров 50 как минимум. Однако для местных жителей, судя по всему, этот закон не писан. После последнего рейда сотрудников Комитета экологии несколько нарушителей убрали ограждения. За остальных участники рейда берутся сами. Косят траву, убирают мусор, а между делом выявляют новые нарушения. К примеру, эта канализационная яма вырыта слишком близко к воде. Хозяйка домовладения уверяет, ничего противозаконного в ее действиях нет, ведь у нее есть документы на эту землю. Сотрудники местной администрации объясняют ситуацию тем, что земли близ Назранки были распределены еще при прежнем руководителе. Ну да, соблюдаться задикат. Ну уж от сокусори, я думаю, хи мелди зелги, ма хи дуа зелги, дакет биш бабаш, бана шебаш, нормально, шиши мотик царцанич, атану гер, юрт хи атану да, шиши лорвалис. А чуть дальше комиссия наткнулась на настоящее болото. Канализационных стоков здесь нет, а вот попытка местных жителей соорудить здесь пруд явно не увенчалась успехом. А ведь еще лет 10 назад здесь было несколько родников, из которых запросто пили воду. А сегодня вместо чистого воздуха, прозрачной воды и рыбалки у Назранки сложилась совсем нелицеприятная картина. Масса рейдов и штрафов. Специальная комиссия проверила состояние Назранки на всей ее протяженности. А это разные населенные пункты в Назрановском районе. Насыркорт. Именно здесь река берет свое начало. От чистоты этой местности во многом зависит, какой вода потечет в другие населенные пункты. Вот эти вот несколько домов, заборы отодвинуты уже на 5-6 метров. И уже картина совсем иная. Здесь были и мусор, и канализация здесь лежала, ямы канализационные были. И такая же картина и дальше. Сейчас мы пройдем по всему руслу реки. Ну, конечно, активность не такая, как хотелось бы. Не так много людей вышло. Вышли даже не те люди с этого села, а совершенно посторонние люди, услышав и увидев объявление в интернете, подключились. Именно эти люди здесь собрались. Но мы сегодня постараемся по всему руслу пройти и максимально все это устранить. И своими силами, и заставить этих людей выйти. О том, что на берегу Назранки в эти выходные планируется провести субботник, жители предупредили на пятничной молитве. Однако на просьбу очистить от мусора прилегающую к домам территорию откликнулись практически все, кроме самих нарушителей. Администрация зяхаш, ходят да яхаш, ох, ходят думают, шельюк тебя, ох, мало порядок есть. Искла раз, два, пол. А с бетонной карты даю. С бетонной карты даю хейт не за. Мало оснований. Шоды, хиды, водоохраны. Это не первый и далеко не последний рейд, уверяют члены комиссии. Если на население не влияют штрафы и тяжелая техника, сотрудники Комитета экологии надеются хотя бы в Рамадан повлиять на сознание людей. Священный месяц – хорошая возможность для каждого внести свой вклад в защиту природы. Ферида Миржоева, Мейрбек Миржоев, Новости 2.